Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В Туркменистане таксист изнасиловал женщину, а полиция и прокуратура его покрывают. 7 марта 2024 года в 10 часов вечера жительница Болдумсасского Этрапа выходит из отцовского дома в Губадаге и ловит такси. Молодая женщина держит на руках грудного ребенка и вместе с ним направляется к родственникам мужа. Она голосует и останавливает такси. В машине оказывается незнакомый водитель, хотя Губадаг городок маленький и, кажется, все лица давно примелькались. Тем не менее, ничего плохого, не ожидая Сельби Гулмырадова, садится в машину, но вскоре маршрут, которым они едут, также кажется ей незнакомым. У этой истории случилось то мрачное продолжение, которое каждый может себе представить. Некто Авезов обманом увез пассажирку с ребенком к себе домой, избил ее и изнасиловал. Salam hormatly arkadaşlarımız. Men Daşoğlu welaýatynyň Gowada şäheriniň ýaşaýçysy Gulmuradowa Selvi. 2024-nji ýylyň mart aýynyň 7-si güni bir nätanys taksam önümde şol sürüji meni aýdan ýerine ertmäni aldap öz öýüne ertip meni urup zorlap zyna etdi. Gowada şäheriniň prokuraturasynyň sürüjisi Çaryýew Rahat oglany goldap meniň arzamy kazanatdyrmady. Oglany hiç ýylak çäre görmedi. Şol günäkär oglany kanun esasında çäre görüp bermesini sizden haýyş edip soraýaryn. Hormatly arkadaşlarymız. Прошел целый год, как Сельби и ее супруг Шатлык Аширов пытаются добиться правосудия, но прокуратура покрывает насильника. Женщина записала видеообращение, чтобы достучаться до председателя Халк Маслахаты Гурбан-Гулы Берды Мухамедова. Случилось все в ночь с 7 на 8 марта. Обманом заманив женщину в дом, а по сути похитив двоих людей, Авезов устроил Сельби Гулмырадовой в качестве женского праздника «Ночь кошмаров». Насильника не остановило даже присутствие ребенка, которому на тот момент не исполнилось и года. Когда женщина отвергла приставание похитителя, тот ожесточился и начал физически принуждать ее к близости. Избив, изнасиловал. Ужасы для Сельби на этом не закончились. Авезов продержал ее в своем доме всю ночь. Утром Сельби сказала, что поедет в прокуратуру. Авезов повез ее сам, а по дороге просил, чтобы она не рассказывала об изнасиловании. Женщина сделала вид, что согласна на его условия, решила не испытывать насильника, вступая с ним в перепалку, но, вырвавшись, сразу же кинулась к следователям. В прокуратуре ее, однако, не приняли, сославшись на выходной из-за праздника, посоветовали обращаться в полицию. Сельби после событий прошедшей ночи не нашла в себе сил сразу же отправиться еще и в полицию. Вместо этого она поехала к сестре мужа, куда и собиралась накануне вечером. Туда же приехал ее муж, Шатлык Аширов. Увидев синяки и ссадины на руках жены, мужчина заподозрил неладное. Люди, пережившие то же, что и Сельби, часто скрывают произошедшее даже от своих близких. Пострадавшим от насилия могут не поверить. Более того, обвинить их в том, что оделись слишком ярко и провокационно себя вели, чем соблазнили насильника, или что недостаточно сопротивлялись. Сельби тоже было страшно рассказывать о произошедшем, но она все-таки доверилась мужу. Шатлык сразу же вызвал полицию. С самого начала мужчина был уверен, в насилии виновата не его жена, а тот, кто это с ней сделал. Аширов надеялся, что компетентные органы разберутся и накажут виновного. Но мужчина даже не подозревал, с каким цинизмом столкнется их семья. Полицейские, прибывшие на вызов, взялись за дело ответственно, расспросили Сельби, знакома ли она с насильником, знает ли адрес, где он ее удерживал. Женщина заверила, что сможет показать дорогу. Сотрудники поехали искать злополучный дом, и Сельби действительно его опознала. Казалось, началась череда везения. Авезов был дома, его задержали, доставили в отдел. Поначалу он от всего отказывался, даже не признавал в Сельби свою пассажирку, но потом подтвердил, да, подвозил. Насилие? Мужчина и это пытался отрицать, но в конце концов признался в содеянном. Готовое дело, которое полиция оформила и передала в прокуратуру. Однако эта инстанция вновь оказалась закрытой для молодой женщины и ее семьи, причем уже не по календарю, а по воле сотрудников. Следователь Рахат Чарыев стал выгораживать насильника и настаивать на версии взаимного согласия. Как будто молодая мать с грудничком на руках по пути между отцовским домом и семьей мужа вдруг воспылала страстью к незнакомому водителю и забыла про все. Но даже если поверить в эту версию, то как в нее вписываются синяки и ссадины?
А никак, они просто исчезли из дела, которое застряло на этой самой версии согласия, хотя еще на стадии полицейского расследования в ней уже появились не только факты, но и признание насильника. Не нашла семья верной правовой оценки действиям Авезова и в прокуратуре Болдумсасского этрапа. Мало того, ее работник Арслан Бабакулиев заявил Сельби: «Ты же давно не девушка, ты же Гелин, что такого в том, что кто-то тебя поимел?» По-туркменски Гелин значит «молодая женщина». Видимо, по понятиям сотрудника органа по защите закона и права, преступлением считается только насилие над юными девушками, а замужних женщин насиловать можно. Нашлись и сотрудники, которые признали: да, насилие было, и да, это является преступлением, но при этом задавались вопросом, почему Сельби не попыталась сбежать, не разбила окно и не выпрыгнула из него. Хочется задать им встречный вопрос: выпрыгнуть из окна с младенцем на руках? После перенесенных побоев? Этрапская, городская, вилаятская прокуратуры, Сельби и ее супруг пытались искать справедливости везде. Расследование каждый раз затухало, едва начавшись. У семьи была надежда, что во всем разберутся в Генеральной прокуратуре, но на первое обращение не пришло никакого ответа. «Я уже подавала вам заявление, вы его получили?» Решила уточнить Сельби при повторном обращении, и опять ей ничего толком не ответили. Женщина повторила подробности жуткой ночи, и ей наконец подтвердили: конечно, это преступление, мы во всем разберемся. Но вскоре и это расследование свернули. Ответ тот же самый: никто не виновен, и все по взаимному согласию. Откуда они его только взяли? Вскоре семья узнала, почему все как один сотрудники прокуратуры выгораживают таксиста. Он за это заплатил. Узнали они и цену, за которую можно смыть вину за насилие – 10 тысяч манатов. Такую сумму, то есть около $500, насильник передал через полицейского соседа следователю прокуратуры Чарыеву. Об этом факте с гордостью рассказывала знакомым никто иная, как мать самого Авезова, вместо того, чтобы хотя бы стесняться совершенного ее сыночком. Один из тех, кто услышал эти рассказы, дал официальные показания, но его буквально затаскали в прокуратуру. Мужчина вынужден был отречься от ранее сказанного, в чем честно признался супругам. Его показания перестали быть официальными и стали просто слухами. Но семья знает не только понаслышке, что дело Сельби тормозят за взятку. Во-первых, полицейский, через которого насильник откупился от ответственности, сам являлся к шатлыку и просил убрать его имя и факт посредничества из всех заявлений. В скобках заметим, что известен факт, что этот человек незаконно завладел землей и построил дом, но прокуратура игнорирует это событие. Во-вторых, в дом пострадавшей в качестве посредника являлся и местный мулла. Это произошло уже после того, как Сельби и ее муж обратились в прокуратуру вилаята. Священнослужитель просил смириться с произошедшим и не губить парня. И предлагал деньги за то, чтобы семья отказалась от всяких претензий. Опять же в скобках заметим, что в рамках ханафитского мазхаба или школы ислама, наиболее распространенного в Туркменистане, пострадавшей от насилия положен махр, то есть денежная компенсация в размере, как если бы насильник на ней женился. А его вина установлена однозначно так, как он сам ее признал. Так вот, махр, который предлагал мулла от Авезова, оказался в 5 раз меньше взятки, переданной в прокуратуру, а именно 2000 манатов. Впрочем, шатлык Аширов дал понять, что честь их семьи и прощение не продаются и за 20 тысяч манатов. Они с женой ищут не денег, а справедливости. Мулла извинился и удалился, а семья так и осталась без справедливого вердикта. Пребывает только отчаяние, ведь они обращаются во все инстанции уже больше года. Шатлык сокрушается. Его жена ранее пережила 5 операций, она фактически инвалид. Но у них не хватает денег, чтобы даже оформить инвалидность, ибо за каждую бумажку соответствующая врачебная комиссия требует взятку. Тем временем они слышат, как за взятки покупают неприкосновенность преступники, в том числе те, от кого пострадала их семья. Даже больше, из-за его активности шатлыку стали поступать угрозы. Сотрудник прокуратуры пообещал по телефону, что вместо насильника закроют и его, и Сельби. Мужчина ответил, что включил запись разговора. Но едва он положил трубку, как на пороге появился участковый Азат Нурыев, забирать мужчину в прокуратуру. Ретировался он только тогда, когда шатлык взял в руки бутылку с уксусом и пообещал выпить, если что. Запись угроз он действительно сохранил. Как и многие Сельби и шатлык, уже потеряли надежду найти справедливость в ответственных инстанциях. Формально созданные для народа, эти инстанции закрывают свои двери перед людьми снова и снова. И все же Сельби Гулмырадова
рассчитывает на помощь Гурбангулы Бердымухамедова. Она записала видеообращение и просит Аркадага привлечь на основании законодательства Туркменистана насильника и всех, кто его покрывает, к уголовной ответственности. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.